Военные учения – один из важнейших элементов повышения боеспособности войск. В масштабных оперативно-тактических учениях, прошедших в республике с 13 по 17 октября, были задействованы совместные группировки общевойсковых и артиллерийских подразделений Минобороны Абхазии и Вооруженных сил России, а также все силовые структуры республики и резервисты. Учения проходили по всей территории страны в круглосуточном режиме. На всех этапах войска обучаемых подразделений действовали слаженно и показали хороший результат, отметил, подводя итоги, первый замминистра обороны Беслан Свижба. Главная задача – укрепление взаимодействия между подразделениями – была выполнена. В период с 13 по 17 октября под руководством главнокомандующего вооруженными силами было проведено оперативно-тактическое учение с группировками войск «Восток» и «Запад». Впервые такое учение проводилось на всей территории страны, как в дневное, так и в ночное время, с реальным привлечением войск в условиях, максимально приближенных к боевым. Оперативно-тактическое учение с группировками войск «Восток» и «Запад» было проведено в точном соответствии с утвержденным планом, все поставленные цели были достигнуты. Замыслом данного учения предусматривалось совместная отработка вопросов обеспечения военной безопасности вооруженными силами, высшими органами государственной власти, органами местного самоуправления, силовыми структурами. Это позволило проверить готовность всех должностных лиц государственного и военного уровня по выполнению своих обязанностей в угрожаемый период и в военное время, и способности вооруженных сил выполнить свои задачи по предназначению. Подводя итоги учений, главнокомандующий вооруженными силами президент Бадра Гунба отметил, что все участники учений от органов госуправления до командования воинских подразделений получили ценный практический опыт выполнения задач по обеспечению военной безопасности страны. Президент обозначил основные задачи и направления деятельности вооруженных сил на следующий учебный год. Ключевое внимание уделено повышению уровня боевой и мобилизационной готовности, совершенствованию системы управления и взаимодействия между вооруженными силами, силовыми структурами и органами госуправления. Все мероприятия оперативной подготовки проводить в тесном взаимодействии со штабами и войсками Вооруженных сил Российской Федерации с привлечением всех силовых структур Республики Абхазия. В ходе учений и тренировок основные усилия сосредоточить на подготовке органов военного управления, штабов, превентивному захвату инициативы, применению неожиданных для противника способов действий войск для достижения внезапных действий. В ходе подготовки учитывать опыт, как здесь ранее и говорилось, Отечественной войны народа Абхазии, военных конфликтов последних лет, специальной военной операции и внедрять в него практику работы штабов всех степеней, применять перспективные формы и способы действия войск. Главнокомандующий дал указание провести в течение 2026 учебного года совместные штабные тренировки по управлению вооруженными силами в период непосредственной угрозы агрессии, в военное время и при ведении территориальной обороны. Главной задачей боевой подготовки в 2026 учебном году считается создание системы подготовки войск, направленной на повышение качественного уровня боевой выучки войск и обеспечение их готовностью к выполнению задач по предназначению. Планирование мероприятий боевой подготовки осуществляется с учетом изменения приемов и способов ведения боевых действий в условиях применения высокоточного оружия, новых средств разведки и поражения, а также применения беспилотных летательных аппаратов. Основные усилия сосредоточить на совершенствовании форм обучения войск, развитии учебной, материально-технической базы в целях повышения эффективности и интенсивности обучения, напряженности одиночного обучения личного состава и слаженность взаимодействия подразделений в целом. Особое внимание уделить подготовке младших командиров.
Бадр Гунба обозначил и главные задачи мобилизационной подготовки в 2026 учебном году. Глава государства подчеркнул персональную ответственность глав администрации районов и города Сухум за организацию призыва на военную службу и выполнение мобилизационных мероприятий. Обращаю внимание глав администрации районов и города Сухум. Вы отвечаете за призыв на военную службу и за мобилизацию. Все это должно неукоснительно выполняться. Основные усилия в мобилизационной подготовке сосредоточить на изучении и учете военно-экономических мобилизационных возможностей Республики Абхазия, ее районов и наиболее рациональным использованием их в интересах вооруженных сил. Отработки взаимодействия между местными органами государственного управления, вооруженными силами, силовыми структурами при подготовке и проведении мобилизации, решения задач территориальной обороны. В основе мобилизационной подготовки должны быть мероприятия, направленные на повышение мобилизационной готовности штабов и военных комиссариатов, слаженность их работы по управлению мобилизационным развертыванием вооруженных сил, командно-штабные мобилизационные учения, разделенные и совместные штабные тренировки по переводу войск с мирного на военное время. Поддержание постоянной готовности вооруженных сил к отражению агрессии против Республики Абхазия, защите целостности и неприкосновенности ее территории, а также выполнению союзнических обязательств в рамках международных договоров Абхазии – главная задача на 2026 год. Залогом безопасности и суверенитета нашей страны, а также гарантией ее стабильного развития и будущего являются современные, эффективные вооруженные силы. И поэтому укрепление обороноспособности – это основная задача. Мы будем уделять пристальное внимание развитию наших вооруженных сил. Благодарю вас, товарищи офицеры, резервисты, принимавшие участие в данных учениях, и уверен, что наши общие усилия позволят сохранить нашу страну и обеспечить ее безопасность. В завершение заседания главы Тхорчалского, Ачимчирского, Гагарского и Гулрипского районов, а также глава города Сухум были награждены грамотами президента Абхазии. Отличившиеся в ходе прошедших учений первый заместитель министра обороны Беслан Цвижба, начальник генерального штаба Владимир Савченко и руководители силовых структур республики также были награждены грамотами президента. Ирина Аршба, Алиас Курсая, Камила Джупуа, Абхазское телевидение.